Ну что, в Беларуси Лукашенко, там рашизм, а здесь лукашенко-шизм. Это шиза, это авторитарный индюк, который нарисует столько, сколько хочет. Вот. И, ну, понятно, что это не выборы, это злая карикатура на выборы и злая карикатура на народное волеизъявление. Вот, так что у меня, кроме презрения, такие выборы, в кавычках, ничего не вызывают. А что бы вы ответили вот на такой месседж? И Лукашенко, и в Грузии, наверняка вы знаете, какие были протесты, какие там происходят события до сих пор, и в Молдове, ну там, правда, Санду удалось устоять, но все равно. Что говорят оппоненты Санду? Что говорят оппоненты Саакашвили в Грузии, вот те, которые у власти, грузинская мечта? Что говорит сам Лукашенко? Что они говорят своим избирателям? Да, тем, кто реально за них голосует. Вы что хотите, чтобы было так, как в Украине? Вот вы выбираете меня, и у нас в Беларуси, в Грузии, в Молдове не будет войны. Так. А если вы выберете европейского кандидата, проевропейского, то война будет. Ну и кое-кто и в Украине тоже говорит, вот если бы Янукович был до сих пор у власти, войны бы нет. Вот что бы вы на это возразили или как бы вы это прокомментировали? Ну, это мощный козырь, учитывая то, что происходит в Украине. Мощный козырь для автократов, вот, и для той же мафиозной системы, где, вы знаете, Иванишвили, Каруя, вот, жизнью грузинского населения. Вот. Поэтому хочешь, чтобы не было войны, оставайся рабом. Вот и все. Хотя даже при Януковиче, учитывая, как среагировал Путин на желание подписать тогда Януковича в Вильнюсе, значит, свой путь обозначить в Евросоюз, мы помним эту взятку в 3 миллиарда, да, ну, наверное, были и другие, не только пряники, но и угроза кнутом. Украина была бы постепенно вся проглочена. Вот, я в этом не сомневаюсь. Ну, а те, кто, я знаю немало людей, особенно на Донбассе, которые не заметили сменяемость власти. Они остались работать на тех же местах. Они стали получать ту же зарплату, осталось. У них никто не подбирал там квартиры и так далее. А что-то изменилось. У обывателя такое. Ну что ж, лишь бы не было войны.